Это программа «Актуальное интервью» и с вами Туяра Константинова. Гость нашей студии – доктор технических наук, лауреат Госпремии Якутии в области науки и техники Людмила Николаевна Расторгуева. Добрый день, Людмила Николаевна. Добрый день. Людмила Николаевна, вы с 90-х годов занимаетесь разработкой и производством специализированной одежды и снаряжения на основе оленей шерсти и нанокомпозита. В чем уникальность и особенность этих материалов? А мы используем в виде монополотна на основе оленей шерсти утеплитель. И наша одежда на сегодня от 3 до 6 раз превышает по теплозащитным свойствам все свои аналоги, включая отечественные и зарубежные. Например, стандартная спецодежда, да и вообще вся одежда как-то рассчитана на пребывание человека до минус 40 градусов мороза. А стандартная одежда предполагает, что через каждые 3 часа человек должен обогреваться. А в нашей одежде тепловой комфорт сохраняется до минус 67 градусов среды. При этом никуда не надо ходить обогреваться. И перегрева не получается. И это не зависит от физической активности человека. Вот, например, на Аине промежуточный костюм женский. Вот этот костюм одевается, обычно надевается на нательное белье под верхним костюмом, заменяет комнатные одежды типа сорочки, свитера, что там одевает под верхним костюмом. И он хорошо удерживает тепло, влагу не пропускает на верхний костюм, опять-таки термостабильность образует. И вот в таком костюме наша с вами землячка Анастасия Петрова поднималась на Гималаи. А Егор Ковальчук, альпинист Томского отделения Русского географического общества, в таком же комбинезоне, из такого материала, покоряла Эльбрус. Там было до минус 43 градусов мороза и шквалистые ветры. Вот. А что касается нанотехнологического полотна, вот, например, стелька тоже имеет, да? Нанотехнологический композит, он бактерицидный, хемосорбционный, ионообменный, то есть на молекулярном уровне разлагает, например, молекулы воду, пот. Когда при перспирации, при потении человека, да, таким образом удаляет влагу, лишнюю влагу из одежды, обуви, и при этом всегда тепло как бы сохраняет. И человек, когда носит, чувствует легкий подогрев, эффект легкого подогрева образуется. Вот эти стельки, они очень хороши в том плане, что ноги и внутренние материалы обуви всегда сухие. При этом вот еще такое достоинство этого материала состоит в том, что такие, как кишечные палочки и другие такие вредные микробы убивают в течение 4 часов, а грибки, которые поражают кожный покров стопы, в течение суток. Поэтому нога всегда чистая, теплая, не мерзнет. Да, это нанотехнологический композит, на основе которого мы делаем стельки, можно делать утеплитель. Потом этот материал, вот свежие плоды и овощи, свежими сохраняет до 3 месяцев. А наш американский аналог этого материала, да, вот, например, если я в 2009 году защитила, в 2009 году патент на это изобретение, то у американцев разработано в 2019 году аналогичный материал, который сохраняет свежесть фруктов до 7 суток, напротив наших 3 месяцев. Вот. Поэтому я думаю, если в Якутске удастся построить хорошее, открыть предприятие научно-производственное, я думаю, для всех якутян и вообще жителей Арктики можно будет на этой основе много чего сделать. Например, для медицины, для сельского хозяйства, для других отраслей различные материалы. В республике вас знают как большого специалиста в области изучения традиционной одежды народов Якутии. Вы непосредственно участвовали в разработке, возрождении, скажем, традиционного якутского костюма. Какие методы защиты были у наших предков?
Моя трудовая биография более 40 лет длилась и посвятилась одному делу – установлению особенностей традиционной одежды коренных народов Якутии – ивенов, ивенков, юкагиров, чукчи и якутов с 18-го, начала 20 века. Таким образом, на стыке 4 наук – исторических, искусствоведческих, технических и медицинских – были установлены теплофизические свойства, конструктивные технологические особенности, физиологические особенности и физико-механические эксплуатационные свойства этих костюмов. Ну, начнем с того, что в старину оленеводческие народы нашей Якутии, ну и другие тоже, одевали двуслойную одежду из оленевого меха. Внутренняя одежда волосяным покровом заправлялась внутрь, верхняя – наружу. И такая одежда очень хорошо сорбировала влагу, пот человека, устанавливала такие термостабильные слои внутри одежды и при движении выпускали излишнюю влагу и температуру, тепло. Таким образом регулировали и влагу, и перегрев предупреждали организма. У нас сегодня есть возможность показать ваши изобретения, в том числе тепловую маску, полумаску. Что собой себя представляет это изделие, когда оно было запатентовано, и можно ли наладить ее массовое производство? Первый вариант тепловой полумаски мы защищали, тогда у меня были коллеги, мы вместе защищали 80-е годы по всем технически развитым странам, включая Соединенные Штаты Америки, Канаду, Финляндию, Швецию, Норвегию. Мои полумаски основаны на принципе обогрева вдыхаемого воздуха за счет выдыхаемого воздуха. И тут не требуется никаких искусственных дополнительных источников тепла. Потом этот процесс происходит в неограниченное время. Сколько угодно человек может носить, и всегда будет тепло. И в наших экспериментах, в общем-то, мы добились того, что при минус 60 градусов среды под маской температура от 5 до 19 градусов тепла, в зависимости от того, какую физическую активность проявляет человек. Здесь внутри тепловой элемент. Это антибактериальная ткань. Под покровным материалом тут еще есть нанокомпозит, который разлагает, как я уже говорила, влагу и предупреждает образование конденсата, проще говоря, увлажнение материалов, полумаски. И еще убивает микробы, которые могут образоваться при выдохе человека или же изнутри попасть под маску. И она имеет универсальный размер, эта полумаска. Это может носить любой человек. И женщины, и мужчины. Я думаю, опять-таки, очень надеюсь, мы, когда обоснуемся в Якутске, эту полумаску будем выпускать массово для северян. Вернемся к первоначальной теме нашего разговора. Холод – это отличительная особенность нашего региона. Могут ли, на ваш взгляд, якутские мастерицы, якутские компании конкурировать с зарубежными производителями экипировки от холода? И что нужно для этого сделать? Только за счет качества, за счет функциональности, за счет эстетичных, современных дизайнерских работ можно. Но мы, как я уже говорила, патентный пояс показывает, что у нас вполне есть возможность конкурировать с ними, потому что мы прежде всего родились в Якутии, в нашей прекрасной, но очень суровой стране, земле, и мы уже научились защищаться от холода. Мы многие годы разрабатываем различные методы, способы, как защититься от холода. И вполне конкурентоспособные, судя по тому, что
мы можем защититься даже на международном уровне. В Якутске достаточно потенциала у научно-профессионального контингента, устремлений. И, с другой стороны, руководство республики хорошо поддерживает малый и средний бизнес, который работает на основе научных исследований и современных технологий. Человек теплопродукцию вырабатывает. Если все время будет терять, уходить, то ресурсы заканчиваются человеческого внутреннего. Организм напрягается, и весь организм будет. Поэтому кто вот плохо одетый на севере ходит, у них много хронических заболеваний на этой почве. Потом у человека свои возможности, и физические, физиологические. Вот с учетом этого надо и одеваться, и двигаться. В общем, сейчас уже информация доступна, грамотных много. Я думаю, большинство одевается правильно. Людмила Николаевна, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое.